Ну вот. Тут уже хорошо будет идти. Легче. Керка здесь Светлан, да, если сходим, нет? Светлан. Ну тут недалеко, в принципе. Глянем, что там изменилось у них. Если по речке, нам еще пришлось бы много топтать. Я сегодня хотел, скажем, сначала вот откуда мы начинали рыбалку до избы порыбачить, но мы сейчас напрямик прошли, и то нехило так. Дорога, там болото, здесь должна быть изба. Ничего не поменялось тут. Все как было, так и есть. Баню не достроили, видать. Тут тоже все без изменений. Чолом здорово, Керка. Чолом здорово. Так. Ну что тут? Дровишки в каждой избе у нас. Кто с них жир ездит. Вот так вот. Господь. Тулан. Чувствуется сырость. Большая печка. Я как-то уже показывал, обзор уже делал этой избы. Большая мощная печка. Вот я смотрю на него сейчас и давно было мне надо уже поменять кирпичную на буржуйку, честное слово. Вот по высоте вот у меня почти доходит, но ниже моей избушка. Ну, для двухметровых, скажем, у меня примерно 1,70 м, ну 1,80 м рост. Может и 85, 1,85 м. И для 1,90 м вполне достаточно. Ну так, все уютно, убрано. Чайник есть. Ложки, ножки, ложки, кружки, тарелки, все тоже есть. Сейчас, наверное, что-нибудь оставлю. Какую-нибудь надпись. Может не желаю, чтобы кто-то читал. Сегодня у нас, если не ошибаюсь, 5 августа. Давайте я 5 августа напишу. Пускай будет. Так. Так. Та он который день? 5? А. Не 6, только 6 уже. 6, 08, 20. Рыбачили выше от избы. Поймали эти окиш. Видели уток? Напишем еще. Видели уток. Очень жаркая погода. Ну, примерно вот так, наверное, написал. И моя подпись. Олег. 2 горы.
Весим обратно. Ну, у нас как бы многие так автографы оставляют, как бы два слова пишут, что как. Ну, ориентировочно, скажем, вот я зашел, написал, какая погода была, что поймали, где рыбачили. Вкратце в одном предложении. Кому надо, поймут. Вот. Здесь прохладно, приятно сидеть. Сейчас передохнем. Вата Иван, Денис? Да. Надо допить водички и пойдем. Где-то полчаса ходьбы еще нам до своей избы. Но здесь идти нам легко, сухо. Ну. Обычную воду набрали с этого, с реки, с нашей, с Нижера. Мышеловка. Как бы сюда мышь лезет и кирдык. Мышей вообще сейчас в лесу нету. Погибает все живое. Реально погибает. Раньше там с окна можно было видеть, там мыши бегают. Там там по пути всегда попадались на глаза. За эти 10 лет, что вот сейчас происходит, вообще все исчезло. И что-то в этом году и белок мало. Между прочим, Тулан ни разу не залаял еще. До Сыктывкара, когда езжу там через дорогу, раза два на видел. Белок мало тоже в этом году. Электропатрон висит от станции. Там, наверное, куда-то станцию это, заводят и свет, розетка. Все цивильно. Ну все, спасибо, изба. Немножко отдохнули. Тулан, нельзя сюда. Большая изба. Так. Вот наше оружие на данный момент. Здесь ведро. Все, скосили территорию. Ну и тут река, по которой мы шли. Наверное, не знаю, половину дорогу не прошли. Что запланировали. Очень большой путь тут оказывается. Ладно, шли. Баню смотреть не будем. Здесь старый дом, тоже показывать не буду. Там, короче, туалет. Ну все. До следующего раза, может, когда на охоте будем или грибы собирать, снова зайдем. Сейчас пока хватит. Хочется посмотреть, есть ли клюква там. Но в такую жару туда лезть тоже неохота. Короче, напрямик сейчас мы будем шуровать домой. Живая мишень. Вон он, белка. Рыжая. Сейчас перепрыгнет. Опа. Ловко он. Белка какая-то, блин. Очень маленькая. Ну вот. За сколько там? За 2 дня. Первая белка. Только что говорил, что их мало. Вон он. Вон грибы. Угу, нормально. Второй еще попробую. Это уже все. Это вон еще один.
Или поганка это, или гриб. Гриб. Нормальный. Это третий гриб уже у нас. Один в рюкзаке не снимали перед тем, как белку увидели. Вот от избы недалеко отошли. Там тоже 2 гриба было. Один взяли. И сейчас 2 штуки. Дятел. Живой дятел там летает. Сразу скажу, были комментарии, вопросы, будет ли в этом году брусника. Вот что сейчас мы прошли вот этот бор. Одной стороной мы прошли, это уже по другой дороге идем. Обратный путь. Здесь тоже собирали раньше мы бруснику. Но в этом году ягод нету. Сразу скажу, что брусники не будет. Это 100%. Поганка. Вон Тулан вернулся. Я уже не стал его звать к белке. Не хочу, чтобы он баловался этим. У нас другое направление охоты. Белка это лишнее, он как хрустит все, уже все пересохло. Буквально за 2 дня. Как по снегу идем. Хруст такой. Все высохло. Фу. И грибов мало, конечно. В сырых местах тоже выхода нету. Только-только вот поганки начинают выходить первоначально. Так. Засоление. Нет, это поганка даже. Обман. Нет, это для соления грибы. Хрупкие они. Горьковатые, конечно, на вкус. Много надо замачивать в воде. А так, если нормальных грибов нету, можно собрать, посолить. Тихая охота продолжается. Очередной гриб на горизонте. Красноголовик. Крепкий. И давай ножку тоже у него возьмем, потому что он вообще крепкий. И пакет может закинуть. Ну, на суп набирается, между прочим. На суп набирается. Этот рюкзак от подписчиков. Спасибо тому подписчику. Честно не помню уже, кто отправлял, но рюкзак используем в походах уже каждый раз. Спасибо вам. Нидерланд. Ну вот, вышли на дорогу. Из печки уже перестал дым идти. Сколько там, почти 5 часов вот мы побродили. Не знаю, посмотреть, что там осталось. Может потух, может все постепенно. Там дров мало оставалось, когда уходили. Ну вот, мы на избе. Остался
профессионалом. Мне очень интересно посмотреть, как там в печке что. Уф, вообще жара, вообще, вот, ну, блин, все тепло. О, блин, руки еще не втерпешь. Дров практически не осталось. Но считай, это сухие дрова тут. И за 4 часа они еще тепло держат очень хорошо. Печка, сразу скажу, идеальная получилась. Идеальная. Идеальная в чем? Подобрали трубу 100 диаметра. Если я сотку поставил, будешь открывать, он будет дым выходить наружу. Большинство случаев. Может быть, будут спорить со мной, но большинство случаев будет дым выходить. Дальше что? Сейчас я вот открою. Здесь у меня все плотно закрывается. И сейчас она тяга будет, он будет еще гореть. Здесь на экономку поставил. И, как сказать, вообще жар хорошо держит. Вообще все удачно получилось. Я доволен своей печкой, честно вам говорю. Конечно, один минус чуть-чуть есть, что эта дверь не на навесе. Ну, а так, пока придраться не к чему. Еще остается только вот сюда, как бы с пола. Я в пол закреплю лист оцинкованный, потом здесь постелю так и с другой стороны также прикреплю, потому что вот эти кирпичи будут они, ну, шевелиться, и это желательно надо сделать. Здесь зафиксировать. С другой стороны не надо. С другой стороны, в принципе, там, как сказать, обложу кирпичами и очень даже жар, конечно, офигенно держит. Офигенно. Вообще, сколько? 5 часов. 5 часов. 5 полян. Любой 50-градусный мороз можно смело ночевать с этой печкой. И буквально за 3 минуты он хуп и дает жар. Во, печка получилась. Во. Покажу, что мы поймали, что собрали. Вот такой один окунь попался. Жалко, что один, а не несколько там. Буквально 5 штук. Или хотя бы 3. И хорошая уха получилась бы. Немножко собрали грибы. Вон, ну, штук 5, наверное, тут. Суп сделает это количество. Суп сделает. И вчерашний, не знаю, там. Можно уйти посмотреть. В кастрюле оставляли вчерашние. Черная вода тут. Почернела все. Надо воду поменять. Вчерашние грибы почернели так. Ну так, они нормальные. Не испортились. Kana eklemen. Bu da snor falan.
раунда. Сейчас мы вон там же. На скорую руку, ребят, мы подогреем кашу. Рисовая каша. Хотели макароны с тушенкой сварить, но, знаете, вот собирается туча, а нам еще сходить надо в тайгу, чернику посмотреть. Так что сейчас на скорую руку мы это сообразим. Ну то. Иван, отпой. Господь. Да. Чай уже закипел. Чай закипел и сейчас еще подогреем кашки. Как и в прошлом походе я говорил насчет еды, что лучше брать, если ты очень занят, много работы, лучше брать полуфабрикаты, консервы, чтобы меньше времени тратить на готовку еды. Многим кажется, что возле костра там быстро готовить или еще. Это все очень много занимает времени. Если ты очень занят. Я имею в виду вот это. Скажем, мы сейчас пришли вот из леса, и если никуда уже не пойдем, конечно же, не спеша можно приготовить что-нибудь. Вот. А сейчас в данный момент уже начало нагреваться очень быстро. С вчерашнего вечера вода не поднялась. Как бы мы отметили, сколько примерно, и вода стоит. С северной стороны там видим тучи, и с западной стороны сильный ветер вышел, южный ветер даже. Южный ветер, а тучи идут с западной стороны. Это нехорошие тучи, когда напротив ветра идут. Это уже к дождю, считай. Да, туда. Все сохнет у нас. Одежда сохнет. Чернику будем собирать вот такими машинками. Это под клюкву была машинка. Я переделал, обрезал. Ну здесь вот эти проволоки вот до сюда были припаяны. Я обрезал и бруснику, клюкву, чернику вот этим собираем. Это уже древний, очень старая машинка. Тулан лег. Так, надо мне рыбу почистить и грибы еще убрать оттуда. Так,
Ну что, нагрели мы рисовую кашу. Тут закусочка, помидоры, хлеб, колбаса. Вот такой обед у нас. Сейчас пообедаем и уже снова пойдем в тайгу. Будем искать чернику. Если успеем, если дождя не будет. А сейчас пока обедаем. Чуть ранее я начинал говорить про печку, про трубу. Совет какой? 130 труба. Если 130 труба, значит здесь вытяжка поддувала. Ребят, надо не меньше 80. Если у вас труба с размером вы угадали, подобрали, но если здесь, скажем, вы поставите 30-ю трубу или хотя бы 50-ю, тяга у вас также будет минимальная. Ну, будет задыхаться. Будет задыхаться печка. И здесь желательно надо побольше сделать отверстие. 80-ку, 70-ку, 80-ку. И тяга хорошая будет. Вот. Ну, вот это я хотел добавить, в принципе. Что я еще могу сказать? Все показал, все рассказал. Все вы видели про эту печку. Вот, мы уже пообедали. Труба теплая. Руки терпимо, но вот здесь уже горячо. Так вот. Вроде ничего так особо не прижало. Тут у меня кирпичи, ряд кирпичей там ради безопасности поставил.